Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Мой канал «Сделано в Казахстане» – это источник информации о героических страницах истории казахского народа, о прославленных казахских государственных деятелях, батырах, ханах, биях и султанах. Досмотрите данный видеоролик до конца и обещаю, что узнаете не только много новой, но и самое главное – шокирующей информации. Я внимательно слежу за комментариями своих подписчиков и хотел бы сказать, что в своих видео я не противопоставляю казахов друг против друга. Для меня слова «ар казахым жалғызым» не являются пустым звуком. Каждый казахский род имеет такую богатую историю, какую не имеют даже целые народы. И тем, кто думает про меня резко негативно, хочу порекомендовать: подпишитесь на мой канал, посмотрите мои другие видео, и вы убедитесь, что я сторонник всего казахского народа. Я особенно прошу учесть, что данные видео являются чисто моим субъективным, личным мнением. И не судите строго, если мое мнение не будет совпадать с вашим. Коли будет возможность и воля Всевышнего Аллаха, я постараюсь предоставить историю всех казахских родов и племен. Так что следите за моим каналом. Чем долго жить и много лгать, не лучше ли суметь однажды истину сказать и умереть? И сегодняшняя моя лекция будет о роде Шекте. Шекте является одним из двух самых многочисленных родов племени Алимулы, еще в XVI веке установивший свое влияние на территории Южного Приоралья и Западного Казахстана в результате распада могущественной Ногайской Орды. Уже в середине XVIII века в русских источниках племя Шекте упоминается как один из многочисленных и знатнейших родов младшего Жуза. Насчет многочисленности рода Шекте существует даже специальная поговорка «Шекте-гоппа, шегерт-гоппа», то есть «кого больше, Шекте или Саранчи». Согласно устным народным преданиям, родоначальником племени Шекте является сын легендарного Алима Жаманах, потомки которого и составили основу подразделений рода Шекте. Согласно Николаю Аристову, род Шекте происходит от народа Чик или Чигили, который в 709 году был завоеван тюркским племенем Теле и включен в состав тюркского государства. Чики или Чигили жили к югу от Саянского хребта и были близкими родственниками тюркского племени Карлуков. Сведения о завоевании Чигили тюрками зафиксировано на каменном памятнике хану Моюнчуру, воздвигнутом в 758 году. После распада тюркского каганата род Шекте становится одним из влиятельных племен на территории Казахстана и входит в состав союза Карлуков. Вместе с Карлуками Шекте вначале принимают власть тюргеши, но затем вместе с теми же Карлуками восстают против них и содействуют образованию могучего Карлукского каганата. В книге «Диуани Лугат ат-Тюрк» знаменитого историка Махмуда Кашгари упоминается, что племя Шекте в это время проживало по берегам реки Чу. На территории Житсу Шекте и застает монгольское нашествие Чингисхана, которому Шекте, однако, оказало мужественное сопротивление, разозлившее великого хана. И тогда разозленный Чингисхан переселяет Шекте на полупустынную территорию Приоралья к северу от реки Сырдарья и в пески Каракум. Здесь Шекте и кочевали, включенные вначале в Улус-Джучи, а затем в Золотую Орду. В XV веке, во время развала Золотой Орды, большую известность в Дэшт и Кипчаке приобретает Аламан-Батыр из рода Шекте, ставший одним из видных полководцев Ногайской Орды. Когда в Ногайской Орде в поисках поддержки появляется молодой чингизид Абулхаир, Аламан-Батыр не только берет юношу под свое покровительство, но и помогает ему завоевать ханский престол ослабевшей Аг-Орды. После этого влияние рода Шекте в ханстве Абулхаира становится чуть ли не безграничным. Однако это, к сожалению, продолжалось недолго. После неожиданной смерти Аламан-Батыра род Шекте за свою близость к кочевому образу жизни попадает в немилость к Абулхаиру,
который быстро забывает о том, что именно Шекте когда-то помогли ему завоевать ханский трон Агорды. И тогда вожди Шекте берут курс на поддержку молодых потомков Орсхана, Кирея и Жанибека, с которыми впоследствии принимают участие в образовании казахского ханства. Особо сильным влияние Шекте стало расти в правлении хана Тауке, который высоко почитал мужество шектинцев и нередко доверял им наиболее рискованные походы. Одним из таких примеров доверия Тауке хана может послужить Сайрамская битва 1684 года, когда казахское ополчение двинулось на возвращение старинного казахского города Сайрам, вероломно захваченного джунгарами. Возглавил ополчение по распоряжению Тауке хана выдающийся батыр Шекте Тлеубатыр Айтулы, ставший одним из близких соратников хана, потомок великого эмира Едыге со стороны матери. Рассказывают, что Тлеубатыр, взяв с собой 16-летнего сына Жолдаяка и старшего брата Калыбая, не сомневавшийся в том, что эта битва будет самой кровавой в истории войны казахов и джунгаров, завещал: «В этой битве я, похоже, не выживу. Если погибну, похороните меня в Туркестане рядом с Ходжа Ахмедом Яссави». Эти слова свидетельствуют о том, что казахский батыр собирался пожертвовать жизнью ради сохранения страны. И действительно, Сайрамская битва стала одним из наиболее кровопролитных казахско-джунгарских сражений в истории. Из 17 тысяч казахских воинов после битвы смогло вернуться только 6 тысяч солдат. Тлеубатыр вместе с сыном и братом погибли. Дело прославленного отца продолжил младший сын Тлеубатыра Мөнкеби, ставший одним из главных советников хана младшего Жуза Абулхаира, превосходный оратор, акын, мыслитель и прорицатель. Еще при жизни Мөнке называли Аулие, то есть святой. Именно Мөнкеби принадлежит изречение «народ без истории не имеет родины». Будучи участником самых важных сражений между казахами и джунгарами, Мөнкеби во время Анракайской битвы в 1729 году даже возглавлял целый тумен из 10 тысяч воинов. В годы Великого бедствия Ахтабан-Шубурынды в 1723-1727 годах род Шекте в связи со своей многочисленностью стал одним из немногих казахских племен, которые образовали чисто свой военный отряд, отказавшись войти в ополчение младшего Жуза. Шектинский отряд участвовал почти во всех крупнейших сражениях с джунгарами. Командовали этим шектинским отрядом потомок одного из основателей казахского ханства Жанибека, сын казахского хана Кайыпа, отважный султан Батыр и прославленный батыр Тайлах Бекежанұлы. Особо стоит отметить, что отцом Тайлах Батыра является легендарный Бекежан, один из главных персонажей эпоса Кызжыбек. Впоследствии Тайлах Батыра на собрании всех жузов в Ордабасы избрали командующим ополчением всего младшего Жуза, и в этом качестве Тайлах Батыр особо прославился в Булантинской и Анракайской битве. Рядом с Батыром в это время постоянно находился его жиен, то есть сын его сестры, которого он воспитывал с детства, впоследствии ставший прославленным батыром старшего Жуза Ошахты Саңырах Батыр. На рубеже 1730-1740-х годов род Шекте, кочевавший в основном в северо-восточном и южном Приоралье, становится основной опорой хана младшего Жуза Абулхаира и всячески помогает ему противостоять российской политике колонизации казахских земель. Особо сильное влияние в это время среди вождей Шекте приобретает Бақтыбай Батыр Төлесұлы, верный последователь хана Абулхаира еще с 15 лет. Отряды Бақтыбай Батыра внесли неоценимый вклад в победу над джунгарами в Булантинском и Анракайском сражениях. Сам Бақтыбай Батыр, благодаря отваге и полководческому таланту, превращается в одного из старших батыров всего казахского народа, наряду с Хабанбаем, Бугимбаем
и Наурызбаем. Но когда в 1748 году при содействии султана Батыра султан Среднего Жуза Барак убивает хана младшего Жуза Абулхаира, щектинцы, однако, отказываются признать поддерживаемого русским правительством преемника и старшего сына Абулхаира Нуралы и провозглашают своим правителем султана Батыра. Таким образом, младший Жуз фактически разделился на две части. Если одной частью управлял ставленник Российской империи, старший сын Абулхаира Нуралы, то вторая часть в основном состояла из рода Щекте и признавала своим правителем султана Батыра, не признавая зависимость от Российской империи. В 1771 году, после неожиданной смерти султана Батыра, Щекте становится объектом нападения не только российских карателей, но и Хивинского ханства. Героическое сопротивление Щекте хивинской агрессии продолжалось около 50 лет. В 1806 году щектинцы вместе с Торткара даже захватывают воинственную хивинскую крепость город Кунрат. Но все равно в итоге перед Щекте встает вопрос, чье же подданство принять, Российской империи или Хивинского ханства? И тогда щектинские вожди делают выбор в пользу мусульманской Хивы, где проживало и немало казахов, в 1822 году признав над собой власть хивинского хана Мухаммеда Рахима. Но Хиве не удалось полностью подчинить род Щекте, которые продолжали почти полусамостоятельную независимую жизнь, ограничиваясь лишь ежегодной уплатой хивинскому хану мусульманского налога зекет. Когда же хивинские ханы попробовали увеличить количество взимаемых налогов и подчинить Щекте своим ставленникам, Щекте поднялся на восстание. Возглавили его прославленные казахские батыры Есет Көтібарұлы и Жанқожа Нурмухамедов. Про батыра Есета Көтібарұлы вы можете посмотреть на моем канале в специальном видеоролике, который называется «Казахтың Есет батырлары». Жанқожа Батыр, фактически ставший ханом при сырдаринских и приоральских казахов, сумел нанести поражение хивинским войскам в результате большого сражения в 1830 году. На какое-то время Жанқожа Батыру удается предотвращать набеги хивинского войска. Осенью 1842 года сильная хивинская крепость Бесқала также была захвачена казахами младшего Жуза, а хивинский чиновник был убит. Новым правителем крепости Бесқала становится выходец из рода Щекте. Ранней весной 1848 года хивинцы предпринимают ответный набег. Объектами их основного удара являются Щекте и Торткара. Щектинцы были жестоко разграблены. Набег повторился и следующей зимой в 1849 году. Таким образом, за какие-то 2 года Щекте из сильного и богатого казахского рода превращаются в бедняков. После завоевания Хивинского ханства Российской империи Щекте также были включены в ареал влияния русской администрации. Помня о воинственности и отваге этого рода, под властью Российской империи род Щекте был разделен на множество властей с целью не допустить их объединения. Также на землях рода Щекте Российская империя построила очень большое количество русских крепостей, чтобы контролировать щектинских батыров. Но и тогда джигиты рода Щекте не смиряются с участью и вновь берутся за оружие в 1856 году. Возглавляет новое восстание рода Щекте тот же самый Жанқожа Батыр. К сопротивлению Щекте присоединяются и оставшиеся в живых участники восстания Кенесары. Численность восставших достигает 300 тысяч человек. Это восстание было жестоко подавлено только в 1857 году. Плохо вооруженный повстанческий отряд Щекте терпит поражение от русских регулярных частей.
Жанқожа Батыр откачевывает в направлении Китая, затем перебирается на территорию Бухары, где вскоре, однако, был предательски убит. Вот такова вкратце история воинственного и многочисленного рода Шекты, давшего казахам легендарную красавицу Кызжыбек, героя борьбы с туркменами, хивинцами, бухарцами, отважного защитника казахского народа на западе Батыра Кара Аққисаулы, остановившего поход калмыцкого Аюки-хана на казахскую землю Бүркірек Батыра, активного участника восстания Сырыма-Датова, одного из командиров отряда повстанцев Батыра Достана Тәңірбергенұлы, сподвижника Исатая и Махамбета, впоследствии давшего им приют при их побеге из Букеевской Орды в младший Жус Жусупа Куланулы, известного казахского писателя, прекрасного и выдающегося переводчика Абдижамила Нурпеисова, авторитетного журналиста, члена Союза журналистов Республики Казахстан Бердібека Кемаля и многих-многих других. И в конце я хотел бы привести слова великого Шекты Мөңке Би, которые он произнес, когда великий Аблайхан спросил у него: «Скажи мне, Мөңке, какое будущее ждет мой казахский народ?» И тогда Мөңке Би произнес слова, которые были сказаны почти 250 лет назад, но являются актуальными до сих пор. «Азарсың жұртым, азарсың, азарыңның белгісі, құрамалы, қорғанды үйің болады. Айнымалы, төкпелі биің болады. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Ішіңе ынтымақ айналмайтын, ежіре деген ұлың болады. Ақыл айтсаң ауырып қалатын, бедірей деген қызың болады. Алдыңнан кес-кестеп өтетін, көкірей деген келінің болады. Ішкенің сарысу болады. Берсең итің ішпейді. Бірақ адам оған құмар болады. Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады. Ит пен мысықтай ырылдасқан еркек пен қатының болады. Жас баладан биің болар, жас балшықтан үйің болар. Ат жақсысы арбада болар, жігіт жақсысы саудада болар. Көлдің суы бітіп табаны қалар, аттың жүйрігі кетіп шабаны қалар. Жақсының атағы кетіп азабы қалар, әулиенің аруағы кетіп мазары қалар. Сөздің маңызы кетіп самалы қалар, сөйтіп ақылы жоқ санасыздың заманы болар. Ала шұбар тілің болады, дәу-дамалдау дінің болады. Әйелің базаршы болады, еркегің қазаншы болады. Жылқы жұлдыз болады, қой құндыз болады. Кебір жерге теңеледі, әйел ерге теңеледі. Көл теңізге теңеледі, сиыр өгізге теңеледі. Ақыр заман адамы сағынып тамақ жемейді. Ашшыны ашшы демейді, тапқанын олжа дейді. Аллахым білген молда дейді, бір-біріне қарыз бермейді. Шақырмаса көрші көршіге кірмейді, сарылып көліп тосады. Құны жоқ қағазды судай шашады деген екен Мөңке бабамыз. Ойланайық ағайын, бір халық болып бөлінбей, бірақ өз тегімізді танып, бірлігіміз бен елдігімізді аялайық. Если вы хотите узнать историю казахского народа поподробней, подписывайтесь на мой канал «Сделано в Казахстане АК-79». Делитесь тем, что вы узнали в данном ролике. Распространяйте видео среди своих знакомых, ведь нашей историей можно и нужно гордиться. Сау болыңыздар.